80% кыргызских товаров свободно поступают на рынки Евразийского экономического союза, на территории которого проживают порядка 190 миллионов человек при наличии пакета сопроводительных документов. ЕС на сегодня стал уникальным межгосударственным органом, который становится важным ключевым игроком в мировой экономике. Так, на днях в столице предприниматели этих государств собрались на одной площадке, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в различных областях. Что дало нашей стране членство в Союзе, смотрите в следующем материале. Вхождение Кыргызстана в Евразийский экономический союз в первую очередь дало стране многие преференции почти во всех отраслях. Оно принесло много выгоды отечественным предпринимателям, которые теперь беспрепятственно экспортируют свою сельхозпродукцию, товары народного потребления и легкой промышленности в страны ЕС со 190-миллионным населением. В сегодняшний день у Евразийского экономического союза подписан ряд соглашений о зоне свободной торговли. Это соглашение с Вьетнамом, это соглашение с Ираном о временном заключении зоны свободной торговли и соглашение с Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве. И близится ряд соглашений с другими странами, это с Сингапуром, с Сербией, с Египтом. Все эти страны, все эти соглашения позволят нашим товаропроизводителям экспортировать свою продукцию не только в страны Союза, но и в эти страны. Значительным результатом стало оснащение таможенных постов, пунктов пропуска республики и органов по сертификации для внесения в единый реестр ЕАЭС. Также была осуществлена модернизация пограничных, ветеринарных и фитосанитарных постов в соответствии с требованиями Союза. А для производителей были указаны четкие правила торговли. На сегодняшний день серьезно модернизированы две лаборатории, ветеринарные лаборатории. Одна центральная лаборатория в городе Бишкеке и центральная лаборатория в городе Ош. Ожидается поставка дополнительных 36 оборудований на сумму порядка 80 миллионов рублей, которая полностью завершит оснащение и модернизацию, полную модернизацию этих двух лабораторий. И по итогам эти две лаборатории будут аккредитованы и смогут осуществлять испытания по всем видам продукции животного происхождения. В стране на сегодня функционирует 38 аккредитованных лабораторий и 16 органов по сертификации продуктов. Они были внесены в единый реестр Союза, которые выдают документы, которые признаются на всей территории данного Союза. В Бишкеке функционирует одна из таких, которая производит исследования продуктов животного происхождения, которые идут на экспорт в страны Союза. Будем расширять область аккредитации, то есть там будет уже с новым оборудованием и с новыми показателями будем расширять область аккредитации. Это вот токсичные элементы, пестициды там будут у нас. И, конечно, у нас будет еще ГМО и идентификация животных, продуктов питания. Вот эти будем расширять. В рамках консолидации усилий предпринимателей стран-участниц ЕАЭС в столице прошла Евразийская неделя под названием «Консолидация, развитие, сила», на которой эксперты отметили, что любая торговля строится на партнерстве. Главное правильно использовать перспективы Союза, говорили они. Так, на встрече были обсуждены многие проблемы и пробелы в Союзе, в частности, по свободному рынку для всех участников Союза, о денежных переводах трудовых мигрантов. Так, участники заявили, что перспективы у этого Союза большие, если их правильно использовать. Данный форум проходил на уровне политическом, то есть больше обсуждались вопросы интеграционного характера, то есть какие возникают проблемы, препятствия для наших предпринимателей при интеграции в Евразийский экономический союз. Особенно было замечено самим премьер-министром нашим, где он выразил мнение о том, что есть ограничения со стороны Российской Федерации по переводам денежных средств наших мигрантов, хотя в рамках ЕС мы знаем, что по 4 направлениям у нас должно быть свободное передвижение денег, капитала, свободное передвижение, скажем, наших граждан, также свободное передвижение товаров. Итоги Евразийской недели таковы. 350 встреч между предпринимателями и на высшем уровне. Так, по итогам данной недели был подписан меморандум о сотрудничестве между деловым советом ЕАЭС и Иранской палатой по торговле, промышленности, горному делу и сельскому хозяйству, в которую входит не менее 20 тысяч предприятий. И теперь в Армении пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примет
примет участие президент Сооронбай Джейнбеков, основной целью которого является укрепление сотрудничества и создание новых партнерских отношений в рамках ЕАЭС. Тибек Шишимбиева, Джантай Макенов, Пирамида.